Өтпей қалды жеке айтып жүр өзі қайттан. Сен нелер апортты өзің өткізіп бер, замечание башқа енгізіп, қол қоятын бері қарай координатор жібересің ол. Біз қол қоясың мына жерге. Все, қабылданды, бара тұрмын. У нас Тенгизское месторождение, оно нефть очень хорошая, но в нем очень много сероводорода и плюс дополнительных всяких шламов, кислой воды и так далее. Завод у нас чисто для того, чтобы разделить нефть, газ и вот эту серу. Плюс из-за того, что раньше не было технологий как таковых, газы они начали просто фракционировать. Сейчас вот это третий завод, получается у нас 3 завода уже. 2 работающих, КТЛ и ЗВП, то есть комплекс технологической линии и завод 2-го поколения. И вот это третий, завод 3-го поколения. Прохожу, Тимур. Все, давай. Оттуда с промысла, то есть из-под земли выходит нефть с промысла и заходит вот в эти линии все. Отсюда оно распределяется на наш 3-й завод. То есть приходит первым на систему повышения давления. Повышается давление нефти и газа, часть отправляется на 1-2 завод, часть на 3-й завод. И вот и все. Нефть оттуда на заводах чистится от сероводорода, от попутных газов, от шлама. И чисто на экспорт уже отдается, уже стабилизированная нефть отдается на экспорт, на продажу. Негізі мынандай заводтар қателеспесем жоқ осындай көлемде, осындай немен шығынмен жасайтын үлкен и технология жағынан өте дамыған. Вот люди не понимают эту историю, мы вот создаем историю, мы на начальном этапе. И скоро, наверное, может, в будущем будем детям рассказывать. Hello, Kevin, yeah? Hello, my friend. Nice to meet you. Nice to meet you. Батялар бар ғой? Батырхан. Солардың старшылары ғой? Жоқ олар. Иә. Маке. Бастық қой біздің, супервайзер ғой. Ол кетіп қалды үйіне. Сіздер қай отделсыздар? Иә. Ау? Жоқ, қай отдел? Механикал ма, иә. This could take time, man. Okay, I guess. I don't have time for this. Ну, типа, у нас же жесткая зависимость между нами и Россией. Особенно вот именно то, что они так нормально домовляются. В чем ваша, получается, работа заключается? Она заключается в обеспечении надежности вращающегося оборудования. Мы отвечаем за компрессоры, турбины, насосы, за режим их эксплуатации, рекомендации по ремонту, оказываем поддержку во время проведения ремонта, во время запусков оборудования и остановок. Все, что касается вращающегося оборудования, каких-то повторяющихся проблем, обнаружения дефектов, эти запросы все приходят именно в нашу группу. Байланыста Асылбек. Жоқ, қажет емес. Почти жетіп тұрмын уже. Қазір 1-2 минут. Свой путь я вообще начала с проекта на Кашагане, получается, работала на острове. Это еще было во время учебы.
был проект и прекрасная возможность, получается, набирали очень много людей, и так получилось, что без опыта даже нас приняли. Я начинала с позиции технического переводчика. Первое образование у меня переводческое. Далее я поступила на второе высшее и отучилась на инженер-механика. Как раз-таки, когда уже заканчивался проект на Кашигане, я поставила для себя цель, хочу перейти именно в техническую сферу, потому что очень много было именно переводов технарей, и меня как-то вовлекла вот эта вся профессия. Я думаю, я тоже так хочу. Я хочу знать, что есть оборудование и как с ним работать, как его лечить. Это у нас который насос? ЗВП что, да? Да, 91-93А. Он пришел с ЗВП по утечке мехуплотения по валу. Поэтому эксплуатацию у нас требует в срочном порядке делать, так как этот насос приоритетный. Теперь нужны ваши рекомендации. Будет ремонт в сварочном цеху. Но для этого нужно будет обратиться к инженеру по сварке, чтобы он рекомендовал сварочную процедуру. Я этим займусь тогда. Сегодня после обеда шхабан берем с вами. Хорошо. Да, ну это будет как временное решение, пока нужно в эксплуатацию ввести его. А как только придет новое колесо, мы, наверное, следующий ремонт и уже будем проводить замену. Все хорошо. Вообще тяжело устроиться на работу? В целом, да. Во-первых, это знание английского языка. Все еще очень много специалистов. У нас еще мало опыта именно в эксплуатации нефтегазовых месторождений. И нам все еще требуется помощь извне. И даже, не обязательно будут американцы, могут быть немцы, итальянцы и так далее, все равно общий язык это будет английский. И именно вот знание английского зачастую сразу же отсекает большое количество прекрасных специалистов. Казахстанское содержание деген нәрсе бар. Казахстан содержание несін тексереді. То есть біздің мемлекет андай талап қойды компанияларға қазақстандық жұмысшылар, сосын қазақстандық тауарлардың көлемі көп болу керек. Сондықтан қазір соның бәрі немен жүреді, андай есеп береді компаниялар мемлекетке. Қазір жылдан жылға көбейтіп жатыр нелерді. Казахстанское содержание көбейтіп жатыр любой жерде. Закуп, допустим, нелердің товарларды, тамақты, керек болт, гайка, всякий бар нәрсені Қазақстаннан мүмкінше қазақстандық изготовительдерден алады. Сосын жұмысшыларды да жайлап не істетіп жатыр, қазақстандық жағына ауыстырып жатыр. Со временем, что ТШО сейчас делает, это очень большой объем информации передается от опытных специалистов из-за рубежа именно нашим местным молодым специалистам. И это происходит очень открыто, никто не скрывает информацию, все максимально готовят нас к тому, что мы останемся здесь дальше оперировать производство. И очень много есть моих же коллег в отделе, которые начинали просто с инженерной позиции, либо с позиции специалиста, и сейчас они уже возглавляют группы, в которые они попали. Это местные специалисты наши, да. As an expat, one of my primary roles is to help develop and grow national content. So to help our Kazakh engineers continue to develop technically and grow. So we're always interfacing and working with our team to either working on problems in the plant, replacement projects, or preparation or whatnot for turnaround. It's a small piece of what we do, but it's in this room we're primarily responsible for monitoring the plant. So each of our engineers is given a section of the facility to look at, monitor, look at areas of concern, and help us identify any issues before they become a problem for operations.
бірінші сұхбатым менде 2019 жылы Астана қаласында болған. Неде басқа жұмыста жұмыс жасап жүрген кезімде Хитхантердан отклик жасап, неге сұхбатты уақытын белгілеп, содан кейін жұмысынан сұранып келіп, үйде жаңағы съемный квартира дейді ғой Астанада. Сонда бірінші сұхбатымды өткем. Мен негізі Құлсардың туысымын. Туған жерім Құлсары. Құлсардың адамдары бәрі туралы біледі, теңіздің саны туралы біледі, и бәрінің арманы осы жерде жұмыс жасап көру. А если вот говорить про нефтяной, да, бизнес, да, понятно же, что он хорошо оплачивается. Почему хорошо оплачивается? Вы вот подумывали? Ну вот я вот здесь нахожусь, я понимаю, почему хорошо. А многие солои, да, это они, ну типа, сондай скептически, может, относятся. Бізде деген бір ай жасап, бір ай демалып, сосын жаңағы отбасымызды көп көре бермейміз. Жаңағы мен бауырларымның қалай өсіп жатқанын кейде пропускаю, кетіп қалады. Жаңағы той шарандардан қалып қоясың. Тут нужен прям большая практика, много опыта, надо быть начеку, ты ответственна за других. Есть такие позиции, которые такое все включают, поэтому заработная плата, я думаю, соответствующая идет по заслуге. Замерила температурный перепад через клапан. Как раз таки тут у нас загрузочные клапаны. Вот только что оператор мне рассказывал, что на нескольких машинах уже поменялись. И сейчас вот модификация определенная на этих клапанах. И вот в ближайшее время на пятой машине, на пятом компрессоре тоже пройдет эта замена. Бывает, иногда устаешь. Бывает тяжело все это на себе носить. Но после, конечно, да, там еще мой чемоданчик, который мне очень любезно операторы согласились понести, точнее, они сами предложили. Такие вот, наверное, может быть, сложности работы, именно условия, но есть такие же вот равноценные плюсы, когда все равно это взаимовыручка, все равно все с пониманием относятся, даже настроение как-то поднимается, и работа, которую делаешь, она уже идет намного легче. Вот. Как-то так. Ну да, а зимой особенно бывает сложно, скажу вам так. Мысалы, бір жылда 365 күн болса, оның жартысын біз уже жұмыста өткіземіз. Жанұямыздан, мысалы, алыс жерде деген сияқты былай қарағанда. Вақытыда, сол уақытта, сол аралықта дәл сондай, мысалы, үйде болып жатқан қуаныштардан, мысалы, қалып қойып жатасың. Енді ода тұрған ештеңе жоқ, бірақ кейде бірге болғым келеді деген сияқты. Көптен күтіп жүрген, мысалы, қуаныштар, отбасымен бірге қарсы алғым келетін. Кейде болады, енді бізде таңда шығып кетеміз жұмысқа. Пересмен, перевахтовканы. Күнде сабаққа апарып жүреміз. А вдруг бір күн ұйқыдан тұрған кезде папасы жоқ. Папа қайда, мысалы, жұмысқа кетіп қалды деген сияқты. Қалай ойлайсың, әйелдерге қиынырақ болса ол жағы? Енді мен өзім ойымша қиын деп есептеймін. Енді әйел адам мен ер адамның айырмашылығы бар ғой? Айырмашылық бар, себебі ер адамдар олар сырттың адамы ғой.
оларға білінбейтін сияқты. Папалар алысқа кетіп командировкада жұмыс жасап жүрсе, ал маман кетіп қалатын болса, сағынатын сияқтысың ғой маманды. Например, 5 лет я работаю, уже 4 из 5 я отмечаю Новый год здесь. 4 из 5 я день рождения свой здесь буду отмечать. Переживаю за то, что вот женюсь, у меня будет там жена, дети, и я буду пропускать такие важные моменты взросления своих детей. Вот этот момент меня немного волнует. Вахта, она тоже затягивает, и ты как-то привыкаешь вот в таком режиме именно 28, и дома ты очень, у тебя очень много времени на планирование, именно ты уже ничего не зависишь, потому что у тебя есть в доступе 20-28 дней. А с другой стороны, есть, конечно, и минус вахты. Ты все время как будто бы торопишь время. Ты такой, ага, у меня осталось 14 дней, у меня осталось 13 дней. Компания, она понимает то, что люди находятся на вахте, то, что 14 дней, 28, 56 дней работать все время. Қиын ғой көп жұмыс жасай беру. Сосын барынша сенің жұмыстан кейінгі уақытыңды қызық өткізуге тырысады олар деген компания. Мысалы бізде бассейн бар, футбольный поле бар, компьютерные клубы, бары, где можно посетить. Там еще чуть дальше кофейня идет, потом PlayStation клуб. То есть, мына жаққа келгенде андай қалада жүрген сияқтысың, андай Теңізде емес, бір қала сияқты. Ассалаумағалейкум. 8-ге бронь жасап едік, мен көрсетші. Мынау ма? Мынау. Мына шеткілеріне отырып алмай ма? Мыналарға? Мынау броньдарды? Қаршы. В целом ничем не отличается, да, тут? Я қаладағыдан ешқандай отличие жоқ. Еще пятерки стоят. Это круто. Твои родные говорят там, когда есть критика, чтобы вот к нефтегазу, к ТШО? Да, была вообще критика, я хотел это рассказать. Когда я устраивался сюда, ответ где-то я через 2 месяца получил то, что меня приняли. И никто уже не верил в то, что я прохожу, короче. И все мне говорили, мы сидим за столом с родственниками, и мне говорят, там же крышованные, короче, ты, наверное, не пройдешь. И представили, это как, не совсем это, во-первых, тактично и неприятно, когда для тебя это важно, а твое, такое событие люди обесценивают. В этом плане я сталкивался. Потом очень часто сталкиваюсь, на работе сталкиваюсь с людьми, которые тоже смотрят на нас немного осуждающе, то, что мы типа какие-то байдинг-балдары, которые там... Ё-моё, начал разговаривать, проигрывать начал. 3-3. 3-3. Еще на 90 минут. Прикинь, сравнял. Не только из-за того, что ты берешь интервью. Я бы хотел сказать людям, типа, нет такого, что вот все здесь крышованные, все через связи устроились. Ты не через связи устраивался? Нет. Прикинь, я кэмбэкнул. 4-3 делаю. Да? Просто ойым бөлініп жатыр. Ой бөлініп жатыр ма? Думаешь, солай ма? Қой. Люди видят то, что я там с первой попытки устроился в ТШО. С первой попытки? Да, но они не видят того, что я до этого проваливал несколько, около сотни у меня было попыток устроиться в нефтянку. То, что я их проваливался, никто об этом не знает. Ты учился, да, на нефтянике? Да, я 4 года учился на нефтянке. И с 4-го курса, с середины, я уже начал подавать документы на все всевозможные компании вообще, которые здесь на Тенгиз есть. И, то есть, где-то 80 раз меня просто вообще игнорировали. И я до этого 3, по-моему, важных, то есть большие нефтяные компании проваливал интервью. То есть об этом никто не говорит. Все говорят, типа, вот он с первого раза устроился, значит, он пришел. Взял. Ой.
кейбір кезде ойлаймын мына жақтағы менің социальный өмірім қаладағы қарағанда қызығырақ сияқты дейді. Потому что мына жақта сен коллегаларың болады, коллегалар кешке енді жиналасыңдар, әңгімелесесіңдер, теннисқа барасың, футболға барасың, бірге кешке футбол қарайсың, там бассейнға барасың, қызырақ өтеді. Мы на вахте проводим более полугода, получается, со всеми с перелетами и так далее. Мы здесь иногда, бывает, еще остаемся на переработке, поэтому мы тут больше, и нужно, наверное, здесь тоже обустраивать какое-то свое общение и какие-то активности. Мы создали женское футбольное сообщество в 2015 году. Сен жұмыста, өндірісте жүргенің сезілмейді. Кішкене болсын, бір қалай айтуға, кішкене алаңдап, бір басқаша бір атмосфераға, бір вайб аласың да. Бұл жерде деген басқа адамдармен тіл табысу, басқа адамдармен сөйлесу негізінен. Яғни командный дух дейді орысша айтқанда. Негізі бұл жерде уақыт өткізеді жұмыстан кейін. Жұмыс енді 6-ға дейін, 7-ге дейін болады қыздарда. И кешке осының бәрі стресс, какие-то негативные эмоции осы түседі осы жерде. Айқаймен, шумен деген сияқты. Айқайлап бір-біріне. Нормально. Зеленый. В целом я здесь провожу вот свое время. Это все ребята, все, наверное, мы практически вместе начинали. Многие из них, конечно, ушли на проект, на FGP, потому что там тоже требуются очень опытные. Оставили здесь парочку экспертов, механиков, и они вот делятся опытом с новыми ребятами. На завод как бы просто так мы не мотаемся, как говорится, потому что все-таки производственный объект, всегда есть опасность. Первое время, я помню, я такая: кто идет на завод? Хочу на завод, давайте, поехали. Почему? Потому что хочется быстрее привыкнуть к оборудованию, где находятся установки. Чувствуешь себя некомфортно, если не знаешь завод. И все время хочется чего-то нового, и ты смотришь, ага, оказывается, вот такие клапаны бывают, вот так они устанавливаются, вот, пожалуйста, вот так насос привозят, вот так ставят измерительное устройство на него. И все это хочется видеть и вникать. Вообще я никогда не чувствовала, что, будучи девушкой, я чего-то не могу. Точнее, я знала, что, возможно, будут какие-то ограничения, и в первую очередь, наверное, это именно восприятие людей, но так, чтобы я прям с этим сталкивалась, к счастью, у меня не было. Ну, бывают моменты, когда люди приглядываются. Сложно, наверное, было в мой первый капремонт. Была такая история, что нужно было настроить работу генератора маслотумана, и я шла это сделать. У нас к тому времени как раз ночная дневная смена была, и ночная смена не смогла до конца определить причину, но они очень много работали и оставили это как раз нам на дневную смену. И уже мы немножко поизучали вопрос. Получается, я вышла сама к этому оборудованию, там меня уже ждал оператор. Получается, проходили мимо еще два оператора другой установки. Они увидели, что стоит девушка у оборудования, открыла, получается, шкаф, что-то регулирует. Они тоже остановились. Получается, вот так вот практически повисли над дверью. Проходили еще пару механиков, тоже остановились. И уже это вот 5 пар глаз, которые смотрят. И было немножко, конечно, такая была напряженная, наверное, ситуация. Но в плане того, что ты очень переживаешь, когда очень много глаз на тебя смотрят. В этом плане
как бы, что сложно быть незамеченной, это да. Но все благополучно сложилось, никто как бы не мешал. Просто нужно привыкнуть к тому, что пока не так много девушек на производстве, это все будет для людей непривычно, и это совершенно нормально. Вообще, прям если в технической сфере, наверное, нас не так уж и много. Я думаю, 25% от общего количества людей здесь. Да. Думаю, да, может быть больше, но если так прям на моей памяти, вот где я сталкивалась, нас пока не так много. Я бы хотела, но я еще бы хотела, чтобы им это было в удовольствие. Потому что чисто здесь быть для того, чтобы стереотипы какие-то отстаивать, еще что-то, да, для кого-то, возможно, это и есть цель жизни. Для меня это так совпало, что это еще и то, что мне нравится делать. Тогда в этом случае, да, правильно. Но если здесь не хочется работать, не хочется, если дышать технологическим именно таким воздухом, немного сказать, то и не нужно, ничего не нужно никому доказывать, но я бы, наверное, хотела, чтобы было больше девушек. Хотя мне комфортно работать и так, и так. Главное — специальность. Жалпы Тышоуда бірнеше завод бар ғой, сол заводтың бәрі автоматты түрінде басқарылады. То есть завод дейтін үлкен мұнай кіріп, бірнеше тармаққа тараса, суға, мұнайға, газға, күкіртке, солардың бәрі былай айтқанда қолмен ашып жауып отырмаймыз, бәрі автоматты түрде жүреді. Клапандар арқылы ашылып жабылады, деңгейі барлығы бізге автоматика көрсетеді, деңгей технологиялық параметрлердің бәрін. Солардың бәрін осы компьютер басқарады. Біз соның үстінен қарап, көмектесіп қарап отырамыз. Өндірісте жүрген кезде бізге рацияға шығады, IFC-дан, отсуптан, орталық операторлары. Осындай топтық, мысалы, өлшеуіш қондырғысында осындай ұңғыманы, мысалға айтатын болсақ, теңгез 17 ұңғымасын замерге қою керек болып жатыр деп. Біз сол кісілерден тапсырмасын қабылдап алып, өндіріс басына келіп, сол кісілермен тікелей рациямен қарым-қатынаста жұмыс жасаймыз. Алды ашық, замерге қоюға рұқсат деген сияқты. Олар өздері қояды, кейде мысалы бірге қоятын замерлер болады, екі скважинаны, екі ұңғыманы бірге қоятын болсақ, біз жұмыс орнынан біз қоюымыз керек болады. Бұл жерде мен жалғыз емеспін, біз үлкен топпыз, бір-бірімізге көмектесеміз. Біздің қолдау көмекшілеріміз бар, кеңесшілеріміз бар біздің. Мына автоматты жүйенің мамандары бар, өздері қарайтын. Көмектесіп барлық жағынан, былай айтқанда, қарасаңыз үлкен топтардан тұрады. Мен жалғыз осы жерде бәріне жауап беретін мен емес, былай айтқанда. Мысалы, енді бүкіл үлкен завод, заводтың бір қауіпті жері бар, қауіпсіз жері бар. Бір жерде үлкен қысым болуы мүмкін, үлкен температура болуы мүмкін, немесе шығарып отырған продукциямызға зиян келтіретін заттар болуы мүмкін. Солардың бір жерін мен ашық болу керек затты жауып, немесе жабық болу керек затты ашып жіберсем, ол енді обязательно бір аварияға келіп соқтырады. Бұл айтқанда мен мына жерде мына клапан өзі автомат түрде жасап тұр. Осы клапанды мен қолға алып ашып жіберсем или жауып жіберсем, менде уже бүкіл технологиям бұзылады. Бұл айтқанда жауапкершілік өте жоғары. Қауіпсіздік мәдениет деген бір компания сені сондай адам қылғысы келеді. То есть соблюдать безопасность не потому, что тебе говорят, а потому, что ты сам уже, у тебя культура не позволяет. Например, нам же культура не позволяет там плеваться или там гадить на улице. Вот то же самое компания прививает, чтобы была культура безопасной работы. Адамдар қауіпсіз жұмыс жасаған, мысалы, перчатки киіп жұмыс жасаған, очки киіп жұмыс жасаған. Соның бәрін компания жайлап осылай мәдениет құрып жатыр да, осы жердегі система бәрі жақсы жасаусын. А сейчас, наверное, еще с большим пониманием, имея уже какую-то техническую базу, но с большим пониманием опасностей, которые поджидают нас на заводе, уже стараешься минимизировать и
действительно ли я там нужна, задаешь себе вопрос. Некоторые вещи можно решить просто из офиса. И это не потому, что как-то нам лень или там я белоручка или что-то еще. Нет, это такой рациональный подход. Где ты реально нужен, туда ты приходишь. Тут процесс очень простой. Нефть приходит, отделяется от воды, отделяется от газа и дальше уходит. Газ отделенный просто повышает давление, нефть повышает давление и все. Грубо говоря, так. Просто из-за того, что объемы большие, поэтому завод огромный. Үлкен не ғой, тарих қой мынау деген заводтың құрылып жатқаны. Сен осы тарихтың ішінде осы мыңдаған адамдармен бірге андай үлкен бір процесстің бөлігі сияқтысың. По сути, мы делаем историю, вот если так грубо говорить. Негізі андай бір жаманы адамдар көбі түсінбейді қандай маңызды іс жасап жатқанын. Осының барлығы былай қарап тұрсаң, каждый бір, мысалы 100 мың адамның кішкентай бір не істеп үлестерін қосып жатыр ғой. Егер әркім өзінің үлесін білсе, мысалы қандай маңызды жұмыс жасап жатқанын, негізі әр адамның жасап жатқан жұмысы маңызды болады. Соны білсе, жұмыс одан да жақсырақ жүрер еді. Хотелось бы, чтобы вот люди понимали, насколько они важны для этого завода. Который здесь работает? А? Да, которые все люди, которые участвуют в этом проекте. Если уйти от всей романтизации, конечно же, получается, объект Тимишевройла дает 33% всего дохода Казахстана, да, от нефти и газа. Это круто, осознавать, что ты являешься каким-то маленьким таким винтиком во всем этом большом процессе. Но это все как бы сейчас просто так сказано, я для себя просто сейчас подбираю такие общие значения этой общей большой цели. Но лично, если мне просто нравится работать с этим оборудованием, реально. Я от этого кайфую. Оно сломалось, ты его починил. Оно собиралось сломаться, а ты уже заранее предупредил. И ты как будто делаешь этот мир немножко лучше.